Кандидатуру Русланбека Экаева выдвинули на должность главы города Владикавказа. Об этом стало известно сегодня на конференции Северо-Остинского регионального отделения партии «Единая Россия». В процедуре тайного голосования приняли участие 143 делегата. Из них 101 отдали свой голос за Русланбека Экаева. За второго кандидата Рустама Козырева проголосовали 42 человека. Известно, что уже в четверг состоится первое заседание собрания представителей, где и решат, кто станет главой Владикавказа. Если окажут доверие и изберут, то это насколько почетно. Должность главы муниципального образования настолько и ответственна. Так что постараемся оправдать надежды наших горожан. Предвыборную кампанию мы провели хорошо. Это судя по результатам, сколько депутатов избрано в городское собрание от «Единой России». Проводилось много встреч. Мы нашу избирательную кампанию строили не на обещаниях, а на проделанной работе, которая была проделана до дня голосования. Люди видели, что «Единая Россия» хорошо работала, выполняла свои обязательства. Сейчас Русланбек Экаев – вице-премьер республиканского правительства. На выборах в собрание представителей он проходил по спискам «Единой России». На конференции также говорили и о результатах единого дня голосования. Представители партии подытожили – все прошло на высоком уровне. Напомним, на выборах во Владикавказе победу одержала «Единая Россия». Партия набрала почти 45% голосов. А в одномандатных округах 13 ее представителей получили поддержку избирателей. Таким образом, из 32 мандатов в Гордуму 20 у «Единой России».